Реки издревле были удобным, а иногда единственным путем сообщения. Сысола не исключение. Кстати, эта река имеет прямое отношение к рождению еще одного вида сообщения в Коми-крае – воздушного. 14 августа 1925 года в Усть-Сусольске произошло невиданное доселе событие. На берег Сысолы к пристани сбежался весь город и жители ближайших деревень. Это было совершенно грандиозное событие в истории Коми-края, потому что люди никогда не видели аэропланы. А тут такая железная птица, причем не приземлилась, а приводнилась на Сысоле у городской пристани. Весь город наблюдал, как она кружит над городом. Соответственно, как только она приводнилась, тут же тысячи людей скопились на берегу, чтобы посмотреть на чудо советское. В 1923 году в стране на средства акционерных компаний и граждан создается первое авиатранспортное предприятие – Российское общество добровольного воздушного флота «Добролет». Оно занималось развитием авиатранспорта. В это же время Совет труда и обороны организует по всей стране демонстрационные агитационные полеты. Маршруты вот здесь Архангельск, Березники, Котлас и Усть-Сысольск. 3 остановки. Здесь заправка была. И вот вдоль реки все летели. Подробное описание самолета немецкой марки «Юнкерс-13» через несколько дней появилось в газете «Югыттуй». Самолет совершил полеты и близлежащие деревни. Побывал в Ибе, Межадаре, Вотче. На борт брал пассажиров, среди которых был также коми-поэт и драматург Виктор Савин. И он написал: «Первая борозда над Коми-областью проведена. Нам нужно расширить воздушную пашню и не дать ей зарасти». Виктор Савин читал стихи, говорились речи. Крестьяне, как говорится, своими глазами увидели, что грядут большие перемены. Раз уже железные птицы летают, значит, советская власть пришла всерьез и надолго. Однако в Национальном архиве республики сохранились и другие данные, из которых следует, что первый самолет в Коми-небе появился гораздо раньше, еще в 1919 году, по просьбе белогвардейского генерала Шапошникова. Дело в том, что весной 1919 года по реке Печоре состоялось уникальное для России событие, для российской гражданской войны, я имею в виду. Соединились белогвардейские фронты. Нигде больше по России они не соединялись, только у нас в Коми-крае. И вот для того, чтобы держать связь с колчаковцами, то есть с Восточным фронтом, Шапошников и запросил самолет. Затем я нашел документы, из которых следовало, что в Усть-Цильму прибыл небольшой авиаотряд. Прибыло несколько авиамотористов. Они все, значит, засели в Усть-Цильме и стали ждать, очевидно, подвоза этого самого аэроплана. Был ли доставлен этот самолет в Усть-Цильму, документальных подтверждений нет. Но в то время дорога, соединяющая Усть-Цильму и Мизень, была пригодна для езды на автомобиле. Вполне возможно, что самолет был доставлен по этой трассе. Однако есть книга, она издана в Сыктывкаре в 1933 году, называется «Печора в гражданской войне», автор Терентьев. В этой книге черным по белому, как говорится, написано, что Белая армия применяла аэроплан для воздушной разведки в районе Помоздина. В апреле 1929 года был принят первый 5-летний план развития народного хозяйства страны. Были созданы края и области. На Европейском севере образован Северный край с центром в городе Архангельске, в который входила и Коми-автономная область. Возникла необходимость воздушной связи центра края и автономной области. Для обустройства аэростанции в Усть-Сусольск отправили летчика. Летчик Царек был таким классическим летчиком тех времен. Одетый кожаной курткой, у него был шлем летчика, модный белый шарф. В конце 1929 года было принято решение об открытии первой воздушной линии Северного края – Архангельск-Усть-Сысольск. Этот год считают годом рождения гражданской авиации в Коми-области. Однако самолет и экипаж все же были архангельскими. Первый рейсовый самолет из столицы Северного края прибыл в Сыктывкар 5 февраля 1930 года, совершив посадку на лед Вычегды, напротив села Тентюково. Самолет «Дарния комета» фирмы «Юнкерс». Пилотировал его экипаж во главе с летчиком Дедушенко. На борту находились 3 пассажира. Это председатель Коми областного исполнительного комитета Коюшев и 2 крестьянина. Стоимость билета была определена где-то рублей, по-моему, 170, что ли, что было очень высокой ценой. Зарплата, например, рабочего
простой квалификации в Усть-Сысольске была 40 рублей в месяц. Несмотря на высокий тариф, самолеты пользовались успехом. Уже в первый год по маршруту Архангельск-Сыктывкар было перевезено 119 пассажиров и около 700 килограммов груза и почты. Перелеты в те времена осуществлялись только днем. Навигационных приборов было очень мало, тем более пассажирские. Ориентировались по дорогам, по руслам рек. Пассажиры находились в кабине самолета. Кабина была рассчитана на 6 человек. Мы просто не представляем с вами, что такое авиация в то время для них это. Когда за какие-то часы ты можешь находиться в другом месте. Если в Архангельск добирались 24 дня гужевым транспортом до Архангельска, то они за 9 часов были в Архангельске. Это есть преимущество? Есть, конечно. Все выше, выше и выше стремим мы полет наш идти, и в каждом пропеллере дышит спокойствие наших границ. Все выше, выше. Уже в 1934 году аэродром заливных лугов напротив Тентюкова перенесли в Кируль, где в дальнейшем и был построен столичный аэропорт. Через 2 года в Сыктывкаре образовали собственное авиазвено. Возглавил его летчик Яков Бадюлин. В распоряжении Коми АССР было выделено 5 самолетов ПО-2. Проложены маршруты в дальние районы республики – Усть-Кулом, Троицко-Печорск, Бячево, позднее Вижму, Усть-Сыльму, Княжпогост, Ухту и Киров. Параллельно гражданской авиации в Коми области развивалась воздухолиния «ГУЛАГа». Появилась она по инициативе руководителя Ухт-Печелага Якова Мороза. Самолеты в Коми он привез из Соловков. Прежде всего, территория Коми АССР, к тому времени еще Северного края, была труднодоступной. То есть у нас только гужевой транспорт был, ЖД не было транспорта, автомобильного, соответственно, тоже. Речной транспорт отличался сезонностью у нас. В условиях Северного края это только 4-6 месяцев в году мы могли пользоваться реками как транспортными путями. Поэтому была необходимость связи между лагерными пунктами. Ведомственная авиабаза «ГУЛАГа» с самолетами и летно-техническим составом расположилась в деревне Карпушовка Усть-Илимского района. Позднее были построены аэропорты в Чибью, Кожви, Усть-Усе. И что интересно особенно для нас, 15 августа 1941 года постановлением Совета народных комиссаров КОМИСР было дано постановление для строительства аэродрома на территории Коми СССР. 15 августа 1941 года дата чем интересна? Советская армия терпит поражение на всех направлениях фронтов Второй мировой войны. И, видимо, советское руководство предполагало, что советская армия будет отступать. И поэтому расположение авиационных площадок, этих взлетно-посадочных полос, было около линии Уральских гор, то есть предгорье Урала, от севера и до юга республики. То есть такая линейная схема построения аэродромов, ее можно назвать Уральским щитом, предполагала последующем отступление советских войск и расположение советских самолетов на этих аэродромах для защиты военно-промышленных комбинатов, расположенных как раз за Уралом. Война внесла свои коррективы и в жизнь гражданской авиации. Уже первые дни войны многие авиаторы ушли на фронт добровольцами. Большинство летно-технического состава было мобилизовано вместе с самолетами. 15 экипажей на самолетах ПО-2 вылетели, значит, на Карельский фронт. 15 человек вместе с техсоставом. Вернулась из них только половина. Но у нас вот был такой Махов Александр Николаевич, который улетел отсюда на самолете и прилетел. Он единственный, кто прилетел на самолете. Здесь долго работал. Он прожил долгую жизнь, 92,5 года. В общем, это человек легенда. После войны бурное развитие авиации продолжилось. Восстанавливали воздушные сообщения, в первую очередь на важнейших направлениях, связывающих центры республики и областей с Москвой. Развивалось и массовое использование авиации специального назначения по борьбе с вредителями сельского хозяйства, по санитарному обслуживанию и для аэрофотосъемок. В 1949 году к нам поступают самолеты Ли-2, которые могли сесть на любой луг, ну, чтобы трава была скошена. Вот. И в каждый район летали самолеты.
Самолет Ли-2 является двухмоторным многоместным почтово-пассажирским самолетом, отвечающим всем требованиям удобств воздушного путешествия. Хорошая устойчивость, возможность полета с одним мотором, антиобледенительные устройства и осветительные средства для ночных полетов гарантируют удобство и безопасность полета. Для местных воздушных линий прибыл в 1951 году самолет Ан-2. Это самолет «Трудяга», который более 30 лет эксплуатировался. Вот он-то летал в каждую деревню. Билет стоил руб 3. В Усть-Куломе базировалось до 10 самолетов иногда. В 1953 году после ликвидации ГУЛАГа ведомственные самолеты и аэродромы переданы гражданской авиации. Пополнялся авиапарк и новой техникой. В 1956 году в Коми поступили первые 3 вертолета Ми-1, позднее Ми-4, которые были распределены в Ухту и Печору. Если Сыктывкар считался транспортным подразделением, то Ухта, Печора, Воркута вертолетными. Там базировались вертолеты. У нас всего в Коми освоено было 22 типа самолетов-вертолетов. Были такие славные вертолетчики, как Мальцев, которые установили рекорд. До сих пор он не превзойден. Монтажа 100-метровой 40-тонной мачты, линии передач Ухта-Надым. В короткие сроки было построено, сэкономлены на огромные средства. Монтаж велся 2 вертолетами. Почти каждые 5 лет авиабаза Коми пополнялась новыми самолетами, все более мощными и современными. Поступлением в 1959 году самолета Ан-10 это вообще была настоящая революция. Самолет, который вмещал 112 человек, летал он из аэропортов Воркута, Печора, Ухта и Сыктывкар. Он на 30 минут тише прилетал, чем Тушка, но был экономичнее намного. Это сейчас уже авиационные специалисты подсчитали. Мы летали в 40 городов Советского Союза и даже за рубеж. В 1973 году в Сыктывкаре приземлился первый Ту-134, тогда еще оборудованный тормозным парашютом. Самолет прокладывал новые маршруты не только из столицы Коми, но и из Воркуты, Ухты, на Украину, Узбекистан, города Казань, Уфу, Свердловск, Анапу, Сочи. В 1978-м в Коми открывается первая международная воздушная линия Сыктывкар-София. Позднее стали летать в Варну и Бургас. Из Сыктывкара и Ухты можно было попасть в Киев, Минск, Ташкент и в другие города союзных и автономных республик. Авиатранспорт становился все более доступным и по популярности занимал 2-е место после железнодорожных перевозок. Пассажиропоток только в Коми АСР за год достигал до 2 миллионов человек, то есть каждый житель республики в год летал по 2 раза. Практически во всех деревнях был свой аэродром. В 80-е годы аэропорт Сыктывкара решено перенести за пределы города. Уж слишком много самолетов стало летать над жилыми домами. В 1982 году в местечке Соколовка, что в 20 километрах от Сыктывкара, начали возводить новый современный аэропорт. Но с началом перестройки большая стройка встала. То, что удалось воплотить в жизнь до 90-х, давно уже пришло в негодность. Новострой превратился в долгострой с 30-летним стажем. А самолеты до сих пор продолжают взлетать и садиться над жилыми домами столицы. Только вот железных птиц в небе Коми стало гораздо меньше.